С машиной у вас сейчас Макс доделывает вот этого везеля сначала, первым делом. Завтра, скорее всего, только он его закончит. Но подшипник для вас мы уже собрали. Вот он, готовый подшипник. Это у нас оригинал. Вот, муфта у него Словакия. Вот. Где-то тут. Сейчас как бы сделать-то. Так, короче. Так. Вот. Вот, муфта у него Словакия будет. Здесь первая, вторая тоже Словакия. Вот. Ну, вот этот будет у нас холостой ход на Китай. Мы уже поменяли. Новый подшипник сюда сделали. Все, подшипник у нас готовый, оригинальный. Будет бегать и бегать, короче. Вот мы его будем завтра втыкать. Ну а так, по разбору посмотрим, что дальше с вашей машиной. Еще пока непонятно. Разбора не было, поэтому как-то так. Короче, поставили мы новый сальник. Вот он. На коробку. Макс тут колокол отмыл, все отмыл. Подшипник уже новый, ну этот, поменял, да? Перепрессовал. Ну что скажешь? Уже лучше? Ну, более-менее, но... Не вовремя, как всегда, завелся. Вот он, сволочь такая, всегда он так делает. Как только видео снимаем, он сразу начинает работать. Вообще тишина. Это диски. Ну, диски шелестят и все, ну. Ну так нормально, да? Угу. В принципе, еще доработать. Четкий будет вообще. Ну, этот выскочил. Да, хорошо вообще. Нормально. Ну все, будем втыкать тогда сцеп. В небесах луна светит лампочкой. Везде как дома и пускай не в тапочках. От Утюженный проспект в центре города и окраины теплое логово. Вливаем масло и обнаружили, что пружинку вам неправильно поставили при замене масла. Кто-то вам менял масло и пружинку вот так поставил прям. А она должна, пружинка, вот здесь быть. Вот так. Да, и затолкана. То есть таким образом она не фильтрует стружку. Ну да. Все, Макс заканчивает везеля у нас. Уже собирает потихо все. Сейчас что, дроссель осталось открутить? Или ты прикручиваешь уже? Нет. Откручиваешь? Грязный он по-любому. Бачки залил. Масло уже в коробку тоже залил, да? Или нет пока? Еще нет. Короче, выяснилось, что пробку неправильно поставили при предыдущей замене масла. Ну, стружка небольшая есть. Ага. Масло такое свежее. Ага. Видно, что свежее масло. Ну так. Стружка небольшая есть все равно. Машинка хорошая, аккуратненькая такая, в принципе. Мне почему-то 14-х годов больше нравится Да, даже. у них меньше как будто... Геморроя меньше. Ну, что-то типа такого. Да. Вот этих вот адаптивного нету уже, вот этого вот всего. Проблем меньше. Ну а так машины классные, вот эти вот везеля 14-х годов нормальные. Пиздец, мы сейчас тут сняли дроссельную заслонку. На кой хер тут герметик надо было какой-то делать, вообще не понимаю. Это что такое, уже блядь? есть вот резинка, да. Что, не видно, блядь? Да хуй его знает. Что тут делали с этой машиной? Вообще тут герметик не нужен. Это все чистить. И наоборот пропускает из-за герметика. Воздух сосет. Ну это же глюк какой-то. Это вообще глюк, это так не должно быть. Дроссельную заслонку герметиком приклеивать. Но это полный дебилизм называется. Ну. Одним словом. Здесь вот сама прокладка нормальная, в принципе. Вон у нее кантик есть, все хорошо. Ее надо было просто силиконом смазать и все. Вот такой вот у нас приколы бывают. Для чего это все было делано, непонятно вообще. Вон она, смотри. Она обжала, получается, по прокладке. Вот это место. Да она кулипон тут от нее, от этого герметика. Вон, видишь? Я не знаю, что он там герметичит, нахуй. Тут и так он выемка есть, по сути. Конечно. Ну. Она никак не загерметизирует ее. Ну.
Короче, гон какой-то. Ну, грязный. Что ты говоришь, не грязный-то? Сильно грязный, пиздец. Вон, смотри, стенки какие грязные. Сейчас ты это отъедать начнешь там. Ну, герметик. Коэффициент. Герметик он. Герметик вон, ну этот. Коэффициент заедания у него дикий по-любому. Завели везеля. Прошли калибровки первоначальные. Сейчас откалибрую его. Сейчас я его прошивать буду. Как только прошью, так сразу откалибрую повторно. Ну все, везеля мы починили. Сейчас загоняю его на прошивку. Будем обновление делать роботизированной коробки и блока ДВС. Сейчас все обновим. Сливаю прошивку от двигателя, делаю бэкап. Honda Везель. Сейчас будем его шить на новые обновления. Такая вот машинка. Практически мы все обслужили. Роботизированную обслужили. Сейчас жидкость тормозную в тормозах поменяем, и все, в принципе. Можно отдавать клиенту. Сальники поменяли, 2 штуки, первичный и коренного вала. Подшипник обслужили, набили новой смазочкой. В общем, все хорошо. Так идет прошивка блоков робота. Зашиваю J690 прошивку версию. Также будем шить мотор. Так вот все табло заморгало у нас. Так, шью блок ДВС. Вот, зашиваю прошивку 3180. Все, пошла жара. Пошел шиться. Все, после этого сейчас я его откалибрую. Поменяем тормозную жидкость в бачке, ну и в системе полностью. И можно отдавать клиенту. У нас уже меню перезапуск ТЦМ идет. Новая прошивка. Будем калибровать машину. Пошел процесс калибровки. Вот делаю промывку бачка. Всю грязь отсюда вымываю. Там просто много грязи. Качаем тормоза на Везеле. Давай. Пошла черная, да? Черная пизда вообще. Угу. Ну это хорошо. Сейчас прокачаем. Ну, до сих пор черная. Пока светлая не пойдет, качаем. Стоп. Да, свечи, конечно, зазор 42 инча. Короче, надо их по-любому менять. Ну и тут подгорело есть. NGK стояли. Что-то не фокусируется. Но это уже не Ориго стояли. Это мененные свечи. Да. Мененная свеча. Понятно. Выкручивайся их. Едем, Хонду испытываем. На электротяге едет сейчас пока что. Машина у нас откалибрована. Но сюда лучше. Сделали бы прошивку блоков обновления. Роботизированную обновили, плюс двигатель ДВС.
Сейчас она заряд должна по-другому получать. Ну, как бы немножко должна по-другому ездить. Ну, тяга есть. Уже мной обслужили. Тут был немножко шум холостого хода, потому что сепаратор был сломанный. Мы сепаратор поменяли. Ой, то есть этот полностью холостой ход поменяли. Подшипник на оригинал. Смазали подшипник кастролом. В общем, работы было много сделано. Сальники поменяли сразу первичного вала на коренной. Свечки заменил. Хозяин сам купил свечки. Что еще? Жидкость тормозную в АБС с промывкой бачков сделали тоже. В общем, вот такой комплекс работ был проделан. Машинка в хорошем состоянии, в принципе. Ну, как бы немножко ее лучше сделали. Ну как, так чувствуется? Вообще тяга есть, да. Плавность какая-то, да? Вообще по-другому едет. А так вы на Хонде всегда спокойно и вот такой ездой ездите? Не гоняете, да? 40, 60. Ну вообще она такая машинка, ей иногда надо чуть-чуть немножко так подгазовать, да. Она любит, когда ей дают маленько. Потому что форсунки эти, они забиваются. Забивает, Шлаки не успевают. Им нужен впрыск. Мощный впрыск. Вот так. Машина как машина, в принципе. Так, чем Honda вообще вам понравилась? Honda? Когда вот машину покупали? Почему Honda выбрали? Ну, я думал, что сначала вот калибровку такой не знал тогда. А, еще не знали, что Ну, надо это делать. вот Ну, тут развернуться. Я думал, что это гибридную искал. А, А потом только узнал через год. что надо вот такие Ну, процедуры вот, делать. Ну, группу включили, вот так. Ну, от группы все узнаете, да? Ну. Все, калибровку, вот там менять надо. Ну да, машина интересная, с ней много надо чего интересного делать. Чуть больше, чем Toyota, она как бы к себе внимание привлекает. Оказывается так. Ну и тачка маленько интереснее. Вот у вас тут так вот все сделано, перфорировано. Панель двухцветная. Ручник всегда ставите, да? Угу, правильно. Либо ездите на брейк-холде. Но на брейк-холде можно ездить только когда вы пристегнуты ремнем безопасности. Он включается, тогда активируется. Так, если будете вот делать, то вы будете этот механизм свой шестерни более сохранять. Вот это до сих пор не умею использовать. Они лепестки не нужны, в принципе, но как бы это для стритрейсеров больше. А машина сама по себе не стритрейсерская, поэтому я не знаю, почему японцы сделали лепестки. Ну, в городском режиме, типа, удобно переключать, понижение. Она же как механика, по идее. Но кому-то, может, удобно.
Макс заканчивает потихоньку везеля. Поставили балку. Гайки проточили. Все поставили. Все нормально. Поехал гаечку новую купил, поставил. Все работать будет теперь нормально. Сейчас все подзакрутим, заведем, прокалибруем и будем отдавать клиенту. Начинаем калибровку амгинского везеля. Там еще у него моторчик приводов в зеркале ни хрена толком что-то не работает. Постоянно при заводке автомобиля пустую там что-то крутит. Есть такая проблема, но начиная калибровку, сборку муфты под давлением, самое главное, чтобы у нас сейчас все хорошо было. Работал наш подшипник. Пробег у автомобиля 173 647 километров. Вот он, 173 640. Так. Калибруем везеля. Что, пока все нормально? У нас конкретно, короче, калибровка не проходит. Характеристику зажимного не проходит. Его обучение передач тоже такая тема. Тачка вообще выебанная конкретно. У него зарядки вообще нету на ВВБ. Вот, загорелась шестеренка с температурой. Заряд идет вроде. Температура горит у него. Пиздец какой-то. Заряд то пропадает, то есть. Сейчас идет заряд. Звук какой-то интересный такой. Поставили оригинал, перебирали полностью муфту, собирали. Четную, нечетную, все разбирали полностью. На другую муфту устанавливали, короче. Манжеты. Здесь вообще расчетная температура муфт 159, 237 градусов. Это вообще я первый раз такое вижу, нахуй. Чтоб на нормальном подшипнике такое было. Вот, в общем, прошли калибровки везеля, но не прошли один пункт калибровки в итоге. Не победили. Не знаю, в чем причина пока. То ли причина в дожимном подшипнике, то ли все-таки выебана коробка конкретно. Вот. Мне не понравилось, когда я смотрел как бы коробку. Валы первичный, вторичный очень сильно ходят. Сейчас калибровку прошел, муфты греются. Почти что четная, по-моему, на 159 градусов, а нечетная на 240 градусов ушла, короче. Очень сильный нагрев произошел при калибровке. Что делать будем завтра, не знаю. Скорее всего, это будет съем коробки. Будем пробовать подкидывать другой выжимной подшипник, собирать завтра еще один. Ну и после этого уже будем что-то решать. А может, завтра утром я проснусь, подключу ноутбук, и у меня все пройдет. Такое тоже бывало. Поэтому на холодную вообще легко, может быть, пройдет. Как-то так. В общем, завтра будет день, будет пища. Мозги делает нам этот визелек, конечно, конкретно. Коробка в плачебном состоянии была. Макс оттуда стружку вытащил с фильтра. Ну и масло было черное, капитально вообще. Как будто бы мазут слили вообще конкретно. То есть, короче, слили масло с этой Хонды.
Вот такое масло черное просто. Я такого масла еще ни разу не видел. Это, наверное, самое черное масло, которое было. Мазут конкретный, короче. Коробка. Макс говорит, что стружку нашел в фильтре. Стружку в фильтре нашел, говоришь, да? А, ты уже помыл? Ну, залил свежее масло, да? Или еще пока не заливал? Слил только? Ну, сейчас будем заливать свежее масло и будем пробовать заводиться. Масло не меняли, ничего с этой машиной не делали. На этой машине делали тюнинг, только колесики красивые ставили там. Обшивку красивую сделали. Ну, типа алькантары обтянули. Вот такая вот машина. Тут все под кожу сделали. Но, в общем, занимались внешним видом, а технической составляющей вообще не занимались видом. Поэтому она так себя показала. Так, в работе у нас сегодня вот такой вот RX 330. Этот Lexus. Разбираем. Короче, задача такая, что у него контакты очень сильно показало грязные на компьютере. Вот. Будем снимать батарейку. Батарейка тут 30 элементов. Находится под вот этой сидушкой. Ну, она не то, что под сидушкой, она во всем багажнике находится. Вот здесь все надо разбирать полностью. Вон там батарейка. Будем ее вытаскивать. Очень тяжело. Она очень тяжелая. Очень тяжелая, прям батарейка. Но ничего. Также тут дроссель надо почистить на этой машине. В общем, обслуживание, пропылесосить сразу салон. Андрюха тут сидушки все открутил полностью, потому что здесь неудобно лазить. Поэтому мы все это разбираем, все снимаем. Это здесь тоже будем вытаскивать. И скорее всего куда-то мы ее на улицу, наверное, вытащим или куда-нибудь. На улицу, наверное, не получится. Ну куда-нибудь вытащим, в общем. Может в этот гараж. Места маловато, конечно. Вот разбираем батарейку от Lexus, снимаем. Тут вот она находится. Пол салона надо раздербанить, чтобы ее снять. Добраться до нее. Ну. Тут вот такая вот красота. Зубочистки валяются. Грязь. Вот такая история всякая. Это тачка миллионера, короче. Да? Что, деньги валяются кругом? Сейчас покажу даже. Тут если насобирать, можно на второй Lexus копейками насобирать, да? Да. Вот тут влага присутствует. Смотри. Вот они. А, нифига себе. Это же японские. Японские деньги, прикольно. Это же там. Да. И ключ какой-то еще. Волга, да. Ну, туда положи пока. Потом обратно закинь. Ничего толку-то. Тут- Да. Тут влаги до хрена. Этих японских монеток мы тут до хрена находили вообще. В каждой машине почти они есть. Да, да, вообще в каждой. Главное не русские, короче, а чисто такие. Так мы скоро это насобираем Ну йен. вон это, и там пепельница же стоит, там 10 юаней уже, если как там. они Йены, называются? йены. В Японию поедем. Жесткая тема, ага. Все, вытащили батарейку мы от RX. Вот такая выглядит. Так, выглядит. Сейчас мы его будем открывать, разбирать и смотреть. Информационные шины раскручивать. Всем Андрюха будет сейчас. Кулера все надо чистить. Кулера грязные. Я отсюда вижу, что они забитые. Что достали мы
батарейку. А, нифига у него какая пачка. У него другая. Смотри, у него получается здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 12. Здесь 12. Ну, в общем, 30 получается. Только они разделили, они компьютер сюда херачили. Там у У нас одинаковые. все. Lexus, да, RX было по-другому. У него вот У так нас вот. все три Да, по 3 одинаковых было, да. 3 по десятке. Но. Ну ладно, что. Очень много пыли. Пыли, грязи очень много. Кулера тоже забитые. Вон грязи сколько много. Здесь тоже грязь. И здесь грязь. Вон. Правый, левый, центр. Там Паша уже пылесосит, машину подготавливает. Сейчас все пропылесосится заодно. Все воздуховоды почистятся и мы будем ставить эту батарейку назад. А Андрюха, да, братан, надо будет ее всю разбирать, потому что информационный шин здесь, Не, я на месте все это оставлю, просто это. шины просто. С ним поскидываю. и Ну всё. да, да, да. Правый. Ну да, правый центр, левый, да. Ну, нормально. Сделаем. Они, в принципе, все одинаковые. Грязи много. Один более-менее подул. Вот это у нас RX. Или Harrier. Но самый жесткий это крайне забитый вообще. На крайний сосуд больше всех. Вон куски летят аж, да? Куски грязи просто отлетают. Еще зубной щеточкой пройдем красиво. Ну. Все, Паш, грязи много, да? Ну уже твоя сторона, уже смотри какая чище намного. Нормально. Давай, снимай. О, бля. Че? Говна. Блин, хватает. Как тебе развернуть? Дождик моросит, сука, надо убирать ее. Контакты, на удивление, на RX, на вот этом Харриере вообще как новые просто. Я такой первый раз вижу, чтобы
батарейка показывала такую, то есть показывает большое сопротивление, а при этом батарейка, все полностью контакты чистые везде, и с этой стороны, и с этой стороны тоже все чистенько, никаких окислов нету. Ну, мы сейчас с Андрюхой их протянем все динамиком просто, и все на этом, в принципе. Будем ставить батарейку назад. От пыли, от грязи продули, профилактику провели. Это уже хорошо. Ну и салончик почистим заодно. Вот у Харриера вот такие вот ручки есть на батарейках. Можно обслуживать, то есть вытаскивать батарею специально. Япония сделала вот такие. Вообще круто. На самом деле батарейки эти клепанные, они уже трудно обслуживаются. Стоит это нормальных денег, то есть за обслуживание батареек. Почему? Потому что это все расклепывается. Вот эти стяжки, они все высверливаются полностью. И клепать надо заново все эти батареечки. Батарейки тоже дороже стоят, потому что это уже у нас идут 9-баночные батареи. Да, 8 банок, да, по-моему, или 9, я не помню, 8, да. И это, в принципе, как бы, они уже отличаются от приусовских элементов, они подороже стоят. Но здесь батарейка в очень хорошем состоянии, у нее процентность нормальная. То есть Харриер ее и набивает долго, и разряжает он ее нормально долго. Вчера на тачстриме я ее проверял. Вот, поэтому разбег у нее практически идеальный. У этой батареи тоже ресурс очень большой. Почему? Потому что она не как Prius. У нее нету такого, что середина уходит. Ну, страдает, конечно, первый блок вот этот. Потому что на него нагрузка идет. У него элементов поменьше. И он в середине. Перегрева больше ловит. Но все равно эти батарейки намного живучее приусовских. Поэтому Харриеры эти, они к нам... Вот она, машина уже какого года. Она вот только в сервис заехала. У нас всего это второй Это второй Харек только, да. Один был Lexus у нас, RX 330, а второй вот этот Харриер заехал. Хочу тоже сказать, что у него все лакшери. Вот это вот вся отделка крутая. Пластик очень богатый. Здесь тоже все дорого сделано. Вот этот мягонький все. То есть Харриер это уже премиальный автомобиль. Всегда он был и всегда будет. От таких кузовов до таких кузовов. Вот. Этот кузов тоже премиальный считается, машина все равно. Вот. А так, по сути, что здесь? Двигатель у него такой же, в принципе, как у меня, только немножко, ну, немножко вариация постарее. У меня уже модернизирован. Вот. Что еще здесь у нас? Заслоночка, вот у него здесь. Удобно, в принципе, его обслуживать все. Аккумулятор у него тоже здесь находится, в подкапотке. Здесь все защита у него идет. Бачок тормозной жидкости здесь. Охлаждение гибридной системы здесь. Бачок тоже там у него антифриз. И основной контур бачок здесь. В общем, все вот так вот обслуживается. Тачка такая бодренькая. Ну, в плане того, что она очень качественно сделана была в свое время. И кузов этот хороший был. Тоже. В свое время, когда вышли эти тачки, я помню, я тогда смотрел, когда был, еще, ну, как бы только они заезжали. Просто мечта была, а не машина. Космическая тачка была просто. Думаешь, о, когда я буду зарабатывать и куплю себе такую машину. А взял все равно другого хорька. Ну, поновее уже пришлось взять. Вот. Ну, как бы вот так вот. Они были с панорамными крышами, эти тачки, в лютой комплектации. В общем, вот такая вот машинка у нас сегодня на обслуживании. Сейчас Андрюха будет на 5 ньютонов все протягивать. Что, немножко не дотянуты, да? Да? Маленько есть. Ну, они просадились с годами. А перегрев, ну, перегрев. Пятно контакта немножко идет и все. Так что сейчас нормально поправим.
Паша там вообще всю машину уже, да? Пропылесосил. Нормально. Давай, Юра, возьмем ее, короче, так вот развернем. Все, Андрюха протянул все контактные группы практически, да? А последняя осталась? Всё протянул. Вот. И, в принципе, сейчас все вот это почистим и будем втыкать батарейку назад. Это здесь. Здесь тоже у нас все уже подготовлено. Паша тут все пропылесосил. Вообще, как будто новая машина. Смотри, как идеально все почистил. Красавчик вообще. Вот. Постарался чувак. Видно, что постарался. Здесь сейчас тряпочкой вот это все протрется. Вот. Здесь тоже. В общем, осталось нам на место все поставить. Здесь тоже все уже чистое, в принципе. Вот эти вот нюансы, конечно, тут керхером только с пеной мыть, но это по сути не пыль. Это уже такая въевшаяся грязь, которую уже не ототрешь. И она никакого значения не имеет. Ну, тут маленько сейчас еще пропылесощу, и будет нормально. Все, Андрюха устанавливает новые кулера. Ну, чистые. Новые, чистые. Они уже как новые. Да, супер очищенные. Не, батареечка в нормальном состоянии, вполне себе. Не разбиралась. Видно, что никто ее не ремонтировал, ничего не делал. С завода как идет. И лучше ее не трогать, пока совсем элементы не пойдут вниз. Сколько ну процентов? Надо не свистит батарейка, да? Нормально? Да не, нормально. Сейчас завели, вышла у него ошибка 3190 Pure Engine Power. Это говорит, что низкая мощность двигателя, типа бывает она из-за дроссельной заслонки как бы глохнет и идет в аварию машина. Такое иногда бывает. Мы сейчас будем проверять дроссельную заслоночку, почистим. Сейчас работает все хорошо, но косяк у него этот либо, скорее всего, от дроссельной заслонки идет, либо сигнализация у него Пандора стоит, и она подкидывает такие сюрпризы. Ну, очень похоже на то, что дроссель просто забитый дроссель жестоко. Сейчас будем его чистить. Сейчас пацаны продуют от пыли. Что? Нормально? Движочек очень грязный, конечно. Вот она у него. Хитро сделана вот здесь вообще. Ну вот он. Надо этот, Андрюха, все убрать. Там пыли много. Это все клипсы надо. Радиатор тоже на всяких принято. Сколько грязи летит, пыли. О, нихрена там. Жестоко. Короче, смотрим тут. Он просто туда даже не подключено. Но вот нашли шланг, вот он. Просто он пустой. Вот он, видишь? Но Он даже не получается, он сосал пыль. Да, он вообще сосал. Он, походу, там дроссель пиздец, нахуй, засранный. Он пыль насосал, и дроссель там по-любому на глушняк, короче. Так он сюда вообще ничего отсюда не вылетал. Ну да. Короче, шланг был вот этот не подключенный. Ну давай, все вытаскиваем. Да, Вот хрен это, знает, как смотрим. А тут все просто, вот это вот ослабляешь. Я ослабил уже. Встал дроссельную заслонку и ужаснулся. Что же машина должна работать, если она здесь на герметике, что ли, или на чем? Короче, я ее молотком только немножко от этого вообще не сходила. Она на герметике, смотри. Тут, смотри, все
засрано вот так. Смотри, Сетка тоже засрата. тут какой-то герметик, короче, да. И сетка засранная капитально. Резинка это что-то, по-моему, пизда ей. Эту резинку менять, по идее, надо. А она не съемная. Резинка это, по-моему. А, нет, съемная. Но ты такую хер найдешь, она пережатая. Она воздух сосала. Ее в жизни никто не менял, короче. Сейчас побрызгаем его, может она отойдет. Ну, может быть. Ну, тут грязи что-то пиздос вообще до хрена. Здесь вообще, смотри, что творится. Здесь. Ой-ой-ой. Здесь вообще. Помочил дизоксика. Впуск весь грязный, по-любому здесь тоже. Что сдвигать? Ну, какая черная. Сколько грязи в ней. Здесь герметик тоже. Убрать надо вот этот весь. Веревочкой. Чистили дроссель, завели. Сейчас обучается машинка. Подсоса воздуха теперь никакого не будет. Помпа циркулирует отлично. Сейчас по компьютеру. Заслонка уже у нас 16 встала. 16.4. Так вот. 16.4. Вот она, заслонка. 16.4. Сейчас обучится машина. Воздуха у него сейчас много идет пока что. Пока обороты завышенные. Топливные коррекции уже лучше стали. У него были в районе 14, сейчас уже минус 8. Вот подсоса воздуха уже получается поменьше. Все, осталось его обучить. И все, машинка будет ездить. Такого Лексуса починили. Ставьте лайк. Машина не ехала, в ошибке уходила. В общем, дроссель был на герметике каком-то. Шланг был отключенный здесь, на картерные газы. Хомуты были растянуты все. Короче, сделали, поправили, все хорошо. Заслонка теперь встала в 14.9, по-моему, 14.5. Ну, сейчас немножко приподнял он обороты. 15.2 показывает, а так 14 было. Вот 14.9. Ну, короче, нормальные у него обороты. Нормальный расход. Хорошая коррекция встала у него, вот. Если брать по коррекции, вот лонг-шорт у него 5.4, 4. Ну, короче, почти по нолям. Сейчас я его включил в гибридный режим. Все нормально, в общем. Так вот. В общем, будем звонить клиенту, отдавать. Будет раскладываться манипуль. Сейчас будем ставить фермы на наш гараж. Гараж вот такой вот будет у нас высоты. Потом вот этот гараж тоже так вот приветуется, подымется со временем. Будет у нас одно большое здание. Вот такой высоты будет здание. По окнам где-то примерно. Че, Андрюха, подъем пошел? Да, сегодня сварили вот такую металлоконструкцию. Фермы сделали. Ворота сделали. Вот воротина будет. Такая вот огромная. 3 метра. Там тоже воротина 3 метра. Короче, он будет проходной гараж. Все. Осталось сэндвичи поставить. Завтра еще вот эти раскрепим. И все. Подъемник уже готовый стоит. Так что вот такой вот получается большой гараж.
ёбаный, вчера тут движок все горячее стало. Но нагрелась махом. Прям моментально. Ну, короче, дело в корзинке было, ага. Короче, мы разобрались с машиной, в общем. Все завели. Все хорошо у нас. В выжимном. Дело было, оказывается, не в выжимном. Дело было не в коробке. Дело было в корзинке. Короче, выбрали мы вчера самую толстую корзину у нас. А как оказалось, там что-то с дисками было. То ли пластина не ходила, то ли что. В общем, не хотела она у нас калиброваться никак. По итогу мы поставили другую корзину. И вот сейчас у нас все калибруется нормально. В общем, сейчас откалибруем, тачку можно отдавать клиенту. Да, он целый. Он живой, да, подшипник живой. Да, подшипник хороший этот, я который собрал. Нормальный. Ну и этот тоже. Он вообще на новом холостом ходу. Тоже оригинал. Так что пробег 173 тысячи километров. Оживили мы тачку. Сейчас калибруем вот этот пункт. И все хорошо. Если он сейчас нормально проходит, то у нас все хорошо. Так, нейтраль, нейтраль. Поехали. Сейчас будет переключать. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все хорошо. Все хорошо. Прошел. Последний пункт калибровки тоже прошел. Ну и Макс говорит, все сухо, да, говоришь, братан? Ну вообще отлично. Короче, красавчики, что, добились своего. Ну, 2 раза пришлось нам снять коробку. Ну, ничего страшного. Для нас это не помеха. Мы по 4 раза снимали, да? Он Макс по 4 раза разбирал. Он уже натренированный, как не знаю что. Так, сейчас эту ошибочку мы уберем. У нас нормальная ошибка. Она у нас так и должна быть. По окончанию калибровки. И сейчас я буду проходить машину в динамике. Смотреть, как она будет ехать. Пробовать кататься. Что там, все нормально, ничего не мешает? Ничего не мешает, нормально все. Ну все, я поехал. О, как она идет. Плавненько тронулась. Плавненько тронулась это. 178 лошадей, ёпта. Турбовая точила, пушка, бля. Все, я поехал, братан. Все, поехал, навезили. Так. Смотрим. Первая передача идет. На вторую перехлестнулись. Нормально. Пошла. Отлично. Не пинается, ничего не толкается. Это очень хорошо. Так. Что тут такое-то, ё-моё, что случилось-то? Хрен выйдешь. Все калибровки прошли. Не видно ни хрена. Экран
почему-то не видно. Да, калибровки все прошел. Машина идет плавненько. Он переключает на пятую. Спокойно идет на пятой передаче. Пятая передача спокойно идет. Не, идет вообще хорошо. Так, сейчас тут приземлиться надо. Запомнить текущие передачи. Так, что у нас тут по итогу? Вот так вот и все хорошо. Все калибровки прошел. В общем, подшипник поменяли, корзину поставили другую тоже. Выбрали нормальную корзинку. Вот эта корзина у нас хорошо калибруется. Все. Зарядку машина тоже принимает, уже вот набрала заряд. Вот эта батарейка, когда они приехали с Самги, у них вообще была в ноль высажена. Заряд не шел вообще. А сейчас как бы все хорошо с этим. Оп. Ну, хорошо. Вот такой у нас получился везель. Прикольный везелек амгинский. Ну как амгинский, я его назвал так почему-то, потому что у нас с Амги приехал, короче. Ребята в Амгу ездили отдыхать, ну и там сломались. Притащили его. В общем, а так машинка прикольная. Тапки у него вот такие вот Афганес стоят. Такая оптика. В общем, тачка бомба. Походит. Темпик какой? Хорошо едет Макс, вообще. Классно. Темпик. Ну, сейчас посмотрю температуру. Так. Сейчас зайдем, посмотрим параметры температуры. Насколько греются у нас муфты. 51 и 63 градуса всего. Вообще огонь. 51 и 63, братан. 51 и 63. Охуенно вообще. Короче, я теперь можно понять уже, да, Угу. что греется-то нахуй, может быть, не с выжимного подшипника-то нахуй, Совершенно верно. а с корзины. С корзины. Если в корзине какой-то косяк, ну, скажем, пластина не ходит, или она уже изношенная, нахуй, он ее просто не видит и начинает шлифовать. ну что-то с диском, да, когда уже что-то есть. У меня, сука, и греется. А этот диск, у него была, походу, трещина, он и развалился. А так, по сути, он как бы толстый же был. Ты же, когда смотрели же, были же толстые диски. Ну да, толстый вроде был. Но и он просто нахуй развалился. Мы когда сегодня достали его, он просто там в щепки, да? Но он был так толстый. Ну, значит, он треснутый был. Он треснутый был, трещина была и все. Он, видать, когда начал его калибровать, когда завел двигатель, видать, да, в этот момент как бы его пью, и все, и он раз... Значит, у меня, сука, с корзиной греется, походу, нахуй. В твоей машине? Да, я не знаю. Ну, значит, у меня четные, нахуй, изношенные. Ну,
Может быть. Ну, главное, что мы тачку сделали. С машиной все хорошо. В общем, едет. Ставьте лайк. На блатных аккордах, на японских хондах, пацаны с района, короли страны. Мы все так же просто на своей движухе, а когда в лакостах, все равно скромны. На блатных аккордах, на японских хондах, пацанва на Фоксе лупит Сиси Кейдж. Мастера по боксу с правыми момент, но они не правы, ими правит мент. Правда не по праву. Левый, правый берег, между нами Волга. Соберемся вместе, вместе больше толку. Не затек блатуем, не туда газуем. За Симбирск, ребята, я подам бразуру. Блин, пацаны, чё-то не пойму. Чё с часами такое? Зато радо. Говорил тебе, бери луч или полет. На блатных аккордах, на японских хондах.